Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мысли вашего мужчины о вас сегодня. Что он думал о вас, что вспоминал, что у него там в голове и в сердце происходило. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какой неспокойный мужчина. Смотрите, почему-то он считает, что вы от него отвернулись, что вы к нему спиной сели, а он как будто бы с каким-то огоньком, да, как огонь, факел, свеча, фонарик, пытается высмотреть, да, что случилось, почему вы так себя ведете, почему вы холодные, почему не заинтересованы. Кажется, что он вам не нужен, кажется, что он вас теряет, кажется, что вы не хотите продолжения отношений с ним, потеряли к нему интерес. Вот. Как мужчина больше не интересует, как мужчина больше вам не нужен. Дурные мысли лезут к нему в голову. Может быть, в вашу крайнюю встречу вы были очень уставшей, а может, действительно мужчина вам разонравился, да, может быть, надоел вам своим каким-то поведением, отношением. Может, вы действительно демонстративно хотели ему показать, что вы устали, что он не замечает вас, не замечает ваших потребностей, ваших желаний. Может, решили его проучить. Ну, девочки, что бы это ни было, но вы его здорово напугали, и он весь дерганный, он весь на нервах, его ревность поедает. Знаете, вот прям щупальце ревность протянула к его сердцу и рвет его на части. Он, конечно, старается вытягивать себя и думать, нет, она же честная, она бы мне сразу сказала, если бы у нее появился другой мужчина. Опять же, возможно, он мониторит ваши соцсети, и там ничего такого криминального нет. Вроде как вы там дома, на работе, ни с кем не встречались, там в клуб не ходили. Либо наоборот, вы ходили, и он такой, она бы мне сказала, да, мне бы кто-то там, может, общие знакомые сказали. Кстати, может быть, вы общаетесь в интернете, может, живете вы в разных городах, в разных странах, и вот его прям действительно накрывает эта волна ревности, страха и переживания. И я вам так скажу, это хороший стимул для мужчины действовать в вашу сторону. Потому что когда раньше вы были всегда улыбчивая, приветливая, все ему прощали, принимали его, он прям расслабился, да, начал шалить. То есть он посчитал, что вы у него в кармане, вы уже никуда не денетесь. А тут такая, встряска, да, такой адреналин. И он такой, да что происходит, да как так, да почему? Кто у нее появился, почему разлюбила, что я такого сделал, почему она так себя ведет. Да, показывает, что вы отвернулись. Он к вам, тут руки, сердце тянет, а вы сидите такая гордая, с ровной спиной и отвернулись, не хотите поворачиваться. Фантазия рисует каких-то мужиков, какие-то интимные сцены. Но с другой стороны, голова говорит, что не может быть этого, да. То есть вы не такая. Вы не станете там гулять, изменять и за его спиной какие-то нехорошие вещи делать. Давайте посмотрим, что карты скажут по этому поводу. Мне прям самой интересно стало. Вы действительно от него отвернулись? Или это его фантазия, да, либо ему показалось? Могу допустить, что вы были очень уставшие. Что у меня тут карты переворачиваются? Выпрыгивают. Вроде не перевернулись. Сейчас посмотрим. Да, это его нервы, кстати. Мои карты подбрасывают. Что произошло? Что произошло? А мужчина-то прав. Да, мужчина-то прав. Вы звезда холодная. Вы к нему были холодны.
У кого-то на мужчину вот обида, претензии есть. Вы решили его немножечко, наверное, перевоспитать, либо действительно показать, что вам что-то не нравится. Раньше вы были его клевером, да, а теперь вы стали для него звездой. Ну, холодная, прекрасная, недоступная женщина, еще и метла. Точно вы хотите его проучить. Что натворил этот мужчина? Что натворил? Ну, самое банальное, что приходит, да, вот если дословно прочитать эти карты, мужчина забыл о каком-то событии важном для вас. Мужчина забыл подарить вам цветы. Мужчина не среагировал на какую-то вашу просьбу о том, что вам что-то необходимо. Да, не обязательно подарок, может, вы о чем-то попросили, он этого не сделал и просто про это забыл. То есть цветы – это как цветы, как подарок, как внимание еще может быть. Тучи, то есть ушло, прошло и в памяти не осталось, да, закрыто тучами. И да, вы долго ждали, вы надеялись, а он вот не проявился. Не подарил цветы, не помог, когда обещал. Вы его что-то попросили сделать, он вообще потерялся. И также недостаточно внимания в вашу сторону. Может быть, когда он вам нужен, он не реагирует и говорит: я занят, у меня там работа, друзья, футбол, что там, какие-нибудь там игры, да. Но когда вы ему нужна, то есть вы должны всегда быть рядом. И вы его решили, наверное, таким образом проучить. Все-таки да, это не усталость, это месть с вашей стороны. Ну, не месть, конечно, но вы просто хотите донести до него, что так себя вести нельзя. А он, видите, да, всполошился, есть такой, мечется, но он ревновать стал. Да, вот так до него не дошло, что был неправ. Знаете, девочки, в чем ваша проблема? В том, что вы не говорите ему прямо. Этот мужчина, он не глупый, но он прямой. И, скорее всего, он тоже принимает и воспринимает только лишь прямую речь. Если вам не хватает от него внимания, говорите ему вот четко, внятно, что мне не хватает внимания. Ты должен для меня то и то, да? Гуляй меня, провожай меня, води меня в ресторан, дари мне вот такие именно цветы, которые я люблю. То есть говорите ему прямо. Вот эти намеки он просто не воспринимает. Эти намеки, они не укореняются в его сознании. Знаете, как в одно ухо влетело, в другое вылетело. А лучше карты сказали писать. Да, вот вы сказали словами, а потом вы еще продублировали, не знаю, там, смс-кой. Да, продублировали. Хотите, записки вручную пишите, если он разбирает почерк. Тут тоже может быть проблема, что не разбирает. Ну, девочки, надо немножко себя тоже подтянуть. Вы видите, до чего вы его довели. У него попа в мыле. С огнем бегает, ищет, кто вас соблазнил, кому вы переметнулись, да, почему вы его разлюбили. Вот даже до такого себя накрутил. Какой-то паникер он у вас, если честно. Вот. А вы научитесь говорить прямо. Это хороший навык, особенно если планируете продолжать отношения с этим мужчиной. Что еще он думает о вас? Он думает, что вы имеете над ним власть, что вы управляете им, что вы полностью как бы его под себя подмяли. Вот об этом он думал. И с одной стороны, половинка его говорила, что это безобразие, так нельзя, это неправильно, и нужно что-то предпринимать. А другая половинка была абсолютно согласна и говорила: а мне это нравится, да, мне так хорошо, значит, я ей нужен. И вообще я получаю удовольствие, когда она мною управляет, меня направляет. Какое-то раздвоение личности еще у него случилось. Также он думал о том, что ему нужно вас чем-то удивить, порадовать, как пустить пыль в глаза, либо бисер метнуть в вашу сторону. Но с фантазией у него, я так понимаю, проблемы. А может быть, у него нет проблем с фантазией, но есть проблемы с деньгами. Да? А когда фантазия подводит, либо денег не хватает, то как бы сюрпризы очень сложно устраивать. Сюрпризы какие? Там, купить что-то дорогое, красивое, куда-то вас повезти, там, дать вам денег, большую сумму, да, на парфюмы, на косметику, на сумочки. Но вот нет у него денег. Да? Возможно, сейчас какие-то проблемы с этим. А тут еще вы от него отворачиваете, сюрприз не получается сделать. А может быть, он готовится, может, он там собирает денежку, чтобы вам
прям какой-то хороший подарок дорогой сделать. И сам собой он, конечно, недоволен. Если денег нет, то прям ругается на себя и думает, что я за болван такой, заработать не могу. Если касается именно придумать какой сюрприз, но тут как бы сложнее ситуация, потому что то, что ему доступно, скорее всего, уже где-то было. И он боится, что вы его обвините в том, что он не оригинальный, и что вы не такая, как все, да, что вам не нужно, как всем, что вы хотите чего-то особенного, да, индивидуального. Еще показано, что этот мужчина хотел бы с вами провести время, причем время провести так, чтобы вот никто не отвлекал, никто не дергал. Может быть, куда-то с вами поехать, там, не знаю, в горы, за город, хотя бы если в горы невозможно, то за город поехать. И так, чтобы были только вы и он. Может быть, у вас ребенок есть, я не могу сказать, что прям напрягает ваш ребенок, но ему хочется, чтобы вы безраздельно были в его руках, да, чтобы никто не отвлекал, на себя внимание не отбирал. Если даже вот у вас нет детей, но у вас есть любимая собачка, либо кошечка, он может ревновать даже кошечки и собачки. Либо думать, почему я не ее кошечка и не собачка, мы бы вместе спали, она бы меня кормила, она бы меня ласкала. Да, такие даже дурацкие мысли были в голове. Еще, мои хорошие, сегодня кто-то с ним говорил про вас, либо кто-то ему вас хвалил. Ну, допустим, встретился он с каким-то другом, и друг говорит: о, видел твою девушку, вообще огонь, да, тебе так повезло, она у тебя такая красавица. И мужчина, с одной стороны, ему было очень приятно, а с другой стороны, вот тоже вот ревность его подстегивала. И у него в голове такие мысли: вот почему этот мужчина смотрит на мою девушку, что мне сделать? Эти как варианты ответа: дать ему в морду, послать его на 3 буквы, промолчать. Да, вот думал об этом. Ну, на самом деле, как бы, опять же, приятно и неприятно. Приятно, что да, люди замечают, какая вы красавица, умница. Но с другой стороны, неприятно, что вот на вас смотрят другие мужчины. Кстати, может быть, поэтому он сейчас в ревности, он в конвульсиях бьется. И еще была мысль о том, что надо что-то менять между вами, да, нужно к чему-то идти, что вы слишком затормозились в какой-то точке. Допустим, да, может быть, он думает о том, что нужно съехаться, проживать вместе. Может быть, он думает о том, что нужно везти вас куда? В ЗАГС, да, оформлять документы, статус менять, быть мужем и женой, чтобы у него были все права на вас. Но опять же, деньги. Вот деньги как бы какой-то краеугольный камень. Ему то ли денег не хватает, либо у него сейчас не очень хорошо дела идут, немножко не вытягивая, да, материально не вытягивает. Он бы хотел дать вам самые лучшие рестораны, самую лучшую красивую одежду, там, аксессуары, просто денег дать больше всех на свете. Но у него их нет. Может быть, непростые времена, как экономический кризис, там, на работе какие-то проблемы. Вот крутится, вертится, а денег не хватает. Нет, он не считает, что вы прям так деньги любите, но это ему хочется вам давать самое лучшее, чтобы вы себя королевой почувствовали, да, вот это его желание. Но пока в кармане пусто, да, а на сердце грустно. И еще он сегодня думал о том, что нужно что-то скрыть, либо скрывать до конца, чтобы вы никогда не узнали. А если даже вы узнаете, то нужно придумать какие-то отмазки, стоять на своем, отнекиваться до последнего, не признаваться. Может быть, он где-то шалил, может быть, он что-то не так сделал, да. Ну вот не признаваться, придумать несколько отмазок, и если вы узнаете, то не признаваться, стоять на своем и говорить, что это не я, это вообще не про меня, там враги оклеветали. Что-то он от вас точно скрывает, и это его гложет, но с другой стороны, он прям убежден, что вам ни в коем случае нельзя об этом говорить, что как только его тайна раскроется, это вот равносильно, что он сам себе приговор подписал. Кстати, может быть, и вы знаете, да, что он сделал, либо в чем он виноват, может, вы знаете и не сказали ему, и поэтому так себя тоже ведете. Вы-то, может, думали, что он придет, будет извиняться, там, принесет вам цветы, как-то уделит вам время. А он как бы и не мычит, и не телится, да.
и делает вид, что типа ничего не случилось, и еще и планирует дальше скрывать. Чувства у него к вам стабильные, серьезные. И еще мне идет, что чувства вот только-только начинают по-настоящему раскрываться. То есть мужчина, который поздно созревает и раскрывается в любви. Ему сложно признавать свою любовь, возможно, он боится признавать свою любовь, ему сложно об этом говорить, да. Но, тем не менее, это присутствует. И я вижу, что его любовь к вам будет становиться все больше и больше. С каждым днем она будет все больше и больше в нем расцветать. И мужчина благодаря этому будет меняться. Меняться, будет более нежный, какой-то заботливый, но и в то же время станет более ревнивым, нетерпимым, да, нетерпимым, ревнивым. Еще раз повторюсь, ревновать он вас может не только к противоположному полу, но и ревновать к вашим животным, к вашим родственникам, подругам, детям и даже к телефону, например, да, что вы очень много времени проводите в телефоне, а его бедненького вот вы не замечаете, недолюбила, недоласкала, а он такой несчастный, да, как же ему после этого жить? Ну-ну-ну, горе, беда. Сейчас он думает о каком-то букете. Букет, вот он, видите, огромный букет с какими-то цветами. Может, он даже где-то находится, рассматривает этот букет. Ну, либо в интернете, да, вот на страничку зашел, где доставка цветов. И вот он хочет вам этот букет то ли купить, подарить, то ли заказать, чтобы вот посыльный принес на ваш адрес. У кого-то еще отыграется, что букет как какое-то предложение, которое должно произвести на вас впечатление и растопить ваш лед, чтобы вы к нему наконец-таки повернулись и не отворачивались больше. Ну, предложение будет достаточно интересным. У мужчины, я уже говорила, да, проблемы с фантазией. Может такое предложить, что вы еще больше от него отвернетесь. Вот. Но если цветы, в принципе, это хороший шаг. Я думаю, что вы цветы любите, скорее всего, так оно и есть. И, возможно, да, цветы смягчат вас в его сторону. Ну что, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя, не обижайтесь на своего мужчину, говорите с ним прямой речью и пишите еще отдельно, прописывайте. Да, он у вас такой, и с ним нужно именно так обращаться. Пусть все у вас будет хорошо. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.